Весна в горные села приходит почти на месяц позже, чем на равнину. И хотя ночью еще подмораживает, днем весеннее солнце сантиметр за сантиметром съедает оставшийся на северных склонах снег, открывая старые фундаменты домов, в которые люди так и не вернулись после выселения в 1944 году. Сегодня мы начинаем второй урок краеведения, и мы находимся на месте, где когда-то жил дед Турпола. Турпол об этом узнал только сегодня. Сюда маленького привезли Зелаудина 44 года назад. От деда у Турпола ничего не сохранилось, никаких вещей. Поэтому сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть, что из предметов быта осталось в доме деда. Ну что, Турпол, посмотрим, да? Посмотрим. Какие вещи остались? Может быть, топоры, может быть, какие-нибудь сковородки. Да. А от дома осталась вот только такая стена. Это дед ложил? Это дед ложил эту стену, да. И все. И больше ничего. Мы начинаем. А вот это вот ручка. Здесь была дверь. Хорошая добротная ручка. Все, что осталось от двери. Шуруп, смотри, какой хороший. Да, шуруп сохранился. Ух ты! До сих пор прошло 60 больше лет. Он как новенький. Он как новенький. Да, и вот под закат солнца мы выкопали третью вещь. Тоже предмет быта, крестьянского хозяйства. Прекрасно сохранившаяся тяпка. В каком отличном состоянии. Это тяпка для обработки грядок. Вот, смотри, повернули. Вот здесь. Да, свернули. Это кованая вещь в кузнице. Как-то вот так было, они вот так свернули. Она так и была сделана. Да? Да. Завернута. Как-то ж надо было завернуть вот эту. Да. Силой. Что, в хозяйстве пригодится? Пригодится, наверное. Да, сейчас острый. И сейчас острая? Да. Сейчас пойти можно огород. Работали раньше люди? Работали. И все было. Поесть, все. Голодные не ходили. Ну, с такими тяпками, конечно, голодными не будешь. Не будешь. И не у всех были такие. У 2-3 человек, наверное. Наверное. Вот эта тяпка твоего деда. Возможно, сам дед работал этой тяпкой. Держал ее в руках. У нас что-то еще есть? Да. Так. Ага. Это медный черпак. Да. Покажи с другой стороны. Да, вот ручка. Сам он зеленый, а ручка вот ржавая. Вот видишь, даже медь сохранилась. Да. Значит, сюда приходили, собирали медь, но эту медную вещичку и не собрали. А вот здесь вот черные угольки. Мы с Турполом думали, что это такое? Такие как будто кругленькие. Вот, вы видите, кругленькие такие. Что-то сгорело. И мы подумали, как ты, Турпол, сказал, что это? Кукуруза. Да, это кукуруза. Вот. Она отдельно отделяется. Это была кукуруза, насыпана в мешках, наверное, стояла. И во время пожара, когда здесь все жгли, во время уже после выселения, ведь люди же уехали, все оставили. Все вещи, муку, кукурузу. А потом все это было сожжено. Вот так вот сожженная кукуруза 60 с лишним лет отлежала в земле. Вот мы ее сейчас можем видеть. Опа!
На нем даже сейчас можно и делать. Действительно чистая. Чистая, потому что в ней лежала зола. В ней что-то было и сгорело. Вот, пожалуйста. Почти новая сковорода. Дедовская сковорода. И вот уже на следующий день со стороны Грузии подул теплый ветер, и наступила настоящая весна. А вот сейчас мы с Турполом, посмотрите, какую интересную вещь нашли. Вот, на ножках сюда ставили котелок, наверное, над огнем. Чай делали? Да, очень красивая вещь и редкая вещь. Я давно не видел вот таких вот. Так, посмотрим, что у нас дальше будет. Адаш, что у нас сегодня мы нашли? Называть у меня не получится. Вот это на кирку похоже. Кирка, да? Да, кирка. Вот это на зубило похоже. Это зубило по дереву, По да? дереву, да. Стамеска. Да, стамеска. Вот подковы есть. Ну, подковы, я смотрю, странные какие-то там, плоские. Да, разные они здесь. Вот куски. Все поломанные, разные вот. А это стремя. Это не стремя, это уздечка вот эта вот. да, От это уздечка. лошади, лошадиная. Да, Вот такая вот интересная уздечка лошадиная. вот все эти формы разные. Вот. А там я смотрю что-то длинное такое, вот это вот, что это? Я не знаю, это ножик или какой-то инструмент тоже какой-то. Для чего он мог служить? Честно, я не знаю. Вот так с этой стороны это острый был. Мгм. Я думаю, может быть, кукурузу рубить. Кукуруза. Рубить кукурузу. Все может быть. Может быть. Да, Такое вот. интересная штука. А сейчас по селам сохранились подобные вещи у кого-нибудь? Или вот они исчезли в 1944 году и больше не восстановились, как предметы быта? Я не видел ни у кого такие инструменты. А что у вас в руке, Адаш? Вот это интересное железко мы нашли тут. С надписью. По дыркам сразу видно, не самодельная какая-то заводская штука. Ну, по-моему, это английская сталь. Буква «З». Да, Раньше ж до 44 года, до 40 года хорошая торговля была у Советского Союза с Англией, с Германией. И вот явно в Советском Союзе вот такую бы букву «З» не ставили. Это может быть даже или немецкая, или английская сталь. все может быть. Причем почти не проржавела. Да. Вот мы с Турполом, когда раскапывали дом его деда, нашли очень много кованых предметов. Явно видно, что эти предметы были сделаны кузнецом, причем очень профессиональным. Я поинтересовался, был ли кузнец в Дае. Оказывается, был. И вот сейчас мы находимся в доме, где жил этот кузнец. И нам дочь кузнеца Хавади расскажет про своего отца, про то, как он работал и какие предметы он делал в своей кузнице. Возможно, мы даже увидим подлинные предметы, сохранившиеся с кузницы. Ложки сделали, отец у него, вот видели, деревянные ложки делали, подковы, вот эти как тяпки. Вот так
такую вот тяпку мы были с Турполом нашли. Да? Точно такую. А это наши родители делали. Вот, это вот такую вот именно. Какой железка, да, это вон там видно. Вот рессор. от рессора, от Рессор. машины он материал набрал в колхозе там и тряпки сделали. И Очень качественная. Качественный, конечно. все он сделал вот. А еще во дворе мы с Адашем обнаружили очень простые ножницы по металлу, так необходимые в кузнечном деле, и самодельную мотыгу. Вся эта работа у него самодельная. Наковальня такие звездочки. Кто интересуется и понимает, тот поймет, что это за наковальня. Вот еще какой-то предмет быта, типа ложки. Этой ложке уже 100 лет. Это совершенно четко и точно. 100 лет ей. Вот она может использоваться, она не круглая, дно у нее есть. Она может использоваться как миска. Потом ее помыть и повесить. Вот за ручку. Она может вот так вот висеть. Да. Вот. Очень старый тоже предмет. И слава богу, что он сохранился в доме. Хава же говорила, что это отец сделал, вырезал. Да, Хавади сказала. Хавади. Да, отец сделал вот эту штуку. Он был, значит, не только кузнецом, но еще и резчиком по дереву. Да. Хавади, расскажите, пожалуйста, каким был ваш отец и какие предметы он делал в своей кузнице? Он всякие сделали. Подков, тряпки, ложки. Все, что мог делать. Он для жителей села все это делал. Да, только он был здесь кузнец. И в каких это было годах? Какое это было время? Да, меня в 25 году. И он прожил долгую жизнь. Жил, очень, 92 года был. Ни один раз укол не делал, ни лекарства пил. В горах везде пешком ходил. Кушать только кукурузу ему капали. Жили, поэтому здоровый больше лучше. Ну и сейчас много у кого сохранились его предметы. Тяпки. Есть, сохранили, По селу. всякие бросили. Угол не был, в лесу ходил, специально для угла дерево был, да? Да, был алха, дикая алха. Дикая. Я помню. Так, ну, специально угольный дерево был. Он там топил печка и уголь сделал, потом принесла, таскал домой и качала, Надувальный был. надували. А что эта история с Адашем была, когда Адаш помогал Он ему? к нам ходил. Да? Да, это в 69 году был. Я был пацаном. Ага. Меня мать привел сюда, посадил, чтобы помочь вот это качать. Да. Старику, больше никого дома не был. А я же не могу, как их отец, вот это качать. Я пацан был. Он с двумя руками, бу-бу-бу, чтобы, как его, мягче стал. Вот это железо. Он качал. Прекрасно стал. Да. Когда я качал, он черный бывал, постоянно. Когда он качал, красный становился. Вот это железо. Качал. Ему вот так надо было сделать, конечно, утягивать все от рессора. Это. То есть ты у нас не кузнец, не по Не кузнец, кузнечным. я даже качать не умел вот это. Маленький был Дашка. Да, сил пока не хватало, когда был маленький. Да. Так, а сейчас мы пройдем, посмотрим, что еще из предметов сохранилось. Давай посмотрим. Пойдем. И вот посмотрите, какую уникальную вещь мы нашли. Да. Этой вещи уже более 100 лет. Подожди, отсюда вот ручка же была. Не, воздух. Труба. Труба был длинный. Вот я качал эта штука. Это Вот. ты качал ее? Да, когда я... И сколько тебе лет было, когда ты ее качал? Я сам 64-го, в 69 году я качал. Я плохо 5 качал. лет. 5 лет, вот. Примерно. Вот здесь был закреплен, вот это, там подними чуть-чуть, Хавади. Вот выше, вот. Примерно в таком положении был. Вот так было. Вот здесь угол был, все, впереди. Вот такая ручка была сзади вот так. А с этой стороны он, этот самый воздух давил, да?
Подожди, где у него ручка стояла? Я уже видимо, вот здесь. Да. Я наоборот рассказываю. Вот отсюда был у него это самое. Нет, труба был здесь, да, Авади? Железная труба был вот сюда. Вот отсюда, вот, да. Вот с этой стороны было эта ручка, сюда был. Я же забыл. Вот так качал я. С двумя руками. Все выбрасывать оттуда. Вот так я качал. 60 метров эта штука. Вот, это самое сделали мы, тяпку делали. Мать попросил делать. Вот. Меня отправлял туда, вот это качать. Я же не мог, как вот старик, качать. Силы не было у меня вообще. Вот я помнил теперь. Вот с этой стороны было у него это самое. Тебе сейчас тяжело было качать. Конечно, качать тяжело. Конечно, было тяжело. Без ручки, вот видишь, вот. Я помню. Вот. Вот качал. Надо в селе все сделал. Он подкову. В селе ночки лошади Все приезжали из соседних села. Да. Давай, заряжем. Зачем положить здесь? Я тоже забыл. Много кое-что здесь. С какой стороны? Да. Вот так вот уходит история. Да. Мы это не оставить старых, бросим. В конце концов, нужно собирать надо когда-нибудь. Когда-нибудь надо собирать, да. Да, памяти. Было время разбрасывать камни. Я думаю, что когда-нибудь наступит время собирать камни. Так и наши родители сказали, что рано поздно мы будем собирать, и вам тогда поздно будет. Вы пока не смотрите. Да, уже нечего будет собирать. Ясно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот. И как вашего отца звали? Яхья Яхья. Фамилия? Аппендиева. Аппендиев. Надо сказать. Спасибо. Вот теперь мы будем знать, и Турпал будет знать, чьими руками были сделаны тяпки, которые он в дедовском доме раскопал и видел их. Они до сих пор острые, эти тяпки, которым землю обрабатывали. 70 лет пролежали в земле, до сих пор острые. Мы копали дедовский домик, черпаки там нашли, медные вещи нашли, тряпку нашли. Такие вещи надо сохранять. Это дедушки от бабушки. Нельзя на мед давать за металл, чтоб дома лежало, чтоб были. От дедушки и бабушки ничего не осталось же. Вот сейчас мы откроем невидимую дверь невидимого дома и попадем в быт наших отцов и дедов до 1944 года. Это все, что сохранилось в одном дедовском доме Турпала. И вот мы открываем эту дверь. Когда-то на этой тарелке подогревали еду. Вот интересная очень чашка, рюмочка. Она железная полностью. Ложечка медная из сервиза. И здесь же уникальная вещь. Это сахарница когда-то была. Вот так вот. Она сама была стеклянная, и вот так вот высыпали сахар. Сейчас такая сахарница только в дорогих ресторанах есть. Но что самое удивительное, это мы, наверное, можем прочитать. Может быть. На этой сахарнице написано Лондон. Лондон. Здесь подковы, мотыги, топоры. Вот такой вот круглый старинный топор. Здесь же стремя,
ручка от шкафа. Вот это вот ручка от кувшина. Самого кувшина, конечно же, мы не нашли. Замок, который когда-то закрывал добро. Ножик. И медные черпаки, которые сохранились в хорошей форме. Вот весь этот такой не очень богатый ассортимент составлял когда-то быт в чеченском доме до 1944 года. А вот еще посмотрите, какой интересный кинжал. Ручки, конечно, нет. Сам он, конечно же, старый. Один желобок у него. Но вот все, что сохраняется от вещей за 70 лет лежания в земле. Можно долго и внимательно слушать рассказы историков о событиях давно минувших лет, но по-настоящему понять время и людей можно только прикоснувшись своими руками к подлинным вещам, которые могут рассказать малоизвестные истории из жизни чеченского народа. Нужно только иметь желание выслушать эти рассказы.